Как уполномоченный по правам человека я убежден, что идеи человекоцентричности и приоритета прав граждан должны красной нитью проходить через весь текст Конституции. И неважно, касается это вопросов нормотворчества, личных прав или судопроизводства. И первое, с чего я хотел бы начать субстантивное обсуждение, это право человека на жизнь. Это основа основ всех прав и свобод. Оно даровано матерью, природой, если хотите, и является самым первичным. Без него другие свободы просто бы не существовали. Гарантия права на жизнь государством заключается в том, что никто не может произвольно ее лишиться. Казахстан, провозгласивший жизнь человека наивысшим приоритетом, 5 лет назад взял на себя международные обязательства, а затем в 2022 году полностью отменил смертную казнь. Поэтому в Конституции право на жизнь должно быть максимально абсолютизировано, с закреплением гарантий, что оно не подлежит самовольному отчуждению, не может быть отнято никем, даже государством, хоть за самое чудовищное преступление. Это незыблемый догмат, что человек и его жизнь действительно главная ценность страны, важнее любых других государственных интересов. Есть и другие фундаментальные права человека, универсальные, то есть равноприменимые ко всем, к пожилому и младенцу, женщине и мужчине, верующему, атеисту, в Казахстане или любой другой части мира. И их понимание и трактование одинаково для всех стран, потому как закреплены они в основополагающих международных постулатах, Всеобщей декларации прав человека и 2 международных пактах Организации Объединенных Наций. Поэтому все, что касается основных прав и свобод, на наш взгляд, должно быть сосредоточено в одном разделе Конституции, посвященном защите человека и гражданина.